Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем нашу передачу «Буддийский путь». И в это сложное время, когда бушуют болезни, катастрофы, мы должны правильно относиться ко всем явлениям, ко всем изменениям, которые окружают нас. И на прошлой передаче мы рассказывали о непостоянстве, что любая вещь, любой человек, он постоянно находится в изменчивом состоянии. Изменяется все, что окружает нас, изменяемся мы сами, изменяются отношения между двумя объектами. И сегодня мы более глубже будем рассказывать о непостоянстве. И сегодня на нашу передачу мы тоже пригласили Баву Алдара. Здравствуйте, Баву Алдар. Здравствуйте. Здравствуйте всем телезрителям. Напомните нам, пожалуйста, вот на прошлой передаче мы говорили о непостоянстве. Что это такое непостоянство? Как вы правильно подметили, каждый объект, которые нас окружают, все люди, живые существа, явления, которые происходят в этом мире, они все являются непостоянными явлениями. И в течение времени они имеют то один вид, то другой вид. Самый простой способ увидеть непостоянство – это, конечно же, изменение неба, погоды, изменение сезона, времен года. И на самом-то деле таких примеров есть множество, тысячи. И что хотелось бы сказать, все эти явления являются непостоянными, потому что каждое мгновение, каждую секунду они под влиянием других факторов или определенных причин, они начинают изменяться, изменять свою форму, свое содержание, свой внешний вид и так далее. И, например, мы говорили о том, что вещь, она никогда не стоит на месте. Она либо развивается, совершенствуется, либо она деградирует и разрушается. И таким образом каждое явление, которое появляется, которое где-нибудь рождается или сотворено чем-нибудь, ну, например, человеком, все они с момента своего создания, появления, рождения начинают свой процесс изменения, который идет, пока этот предмет не закончит свое существование. И таким образом мы приходим к мысли о том, что если предмет есть, то придет время, когда он разрушится, испортится, сломается. Вот. То есть, если что-то появляется, то оно уже с самого момента своего появления обязательно должно исчезнуть. И об этом мы не должны запоминать. Что любая вещь, она либо непостоянна, либо есть такие явления, есть что-то постоянное. Да, есть постоянные явления. Ну, например, что это? Например, это будет пространство. Нельзя сказать, что все это наша Вселенная, но именно пространство, которое находится во Вселенной. Также это природа ясного нашего ума, или, можно сказать, чистейшая природа нашего сознания, а именно это чистейшая природа нашего сознания. Она неразрушима, она находится в таком изначальном виде. Не сам чистый ум, а именно его природа. А также природа Будды, бытие в общем своем плане. И так далее. Это все является, конечно же, постоянным предметом. Просто нужно знать, что есть вот начало, да, и все-таки есть результат. То есть есть к тому, к чему можно идти, да, и добиться. Вот этого постоянного, ясного. Ну, это как бы в психическом состоянии, это, наверное, состояние там покоя, удовлетворения, блаженства. Нет. Понимание непостоянства не связано с покоем. Наоборот, это понимание непостоянства, оно связано в очень активном и в очень подвижном
состоянии. И таким образом, когда мы не забываем, когда мы знаем, что мы не постоянны, другие люди не постоянны, и все вокруг изменчиво, это побуждает нас быть активными, идти в ногу со временем, быть современными, не сатухляться, не быть немодным. Обычно это все любимые вещи молодых людей. Но насколько вот мы знаем, что есть изменения как бы прогрессивное, есть регрессивное, Да. есть ступенчатое, есть как бы молниеносное. Либо это либо вверх, либо вниз, либо это циклично, повторяющееся. Да, и таким образом это все можно перечислять множество. Но на самом-то деле это не столько главное, сколько один факт того, что не постоянно. Есть такая очень интересная буддийская притча, которая рассказывает о том, что жили-были очень мудрый учитель со своим учеником. К ним часто приходили люди, чтобы побеседовать, чтобы угостить их, или чтобы послушать очень интересные истории и истории из жизни самого учителя. И ученик, он очень любил своего учителя, он помогал ему во всем хозяйстве, бытовых вещах, а также сам познавал устройство мира, нашего внутреннего мира и внешнего. Вот как-то раз его очень богатый купец подарил ему драгоценную и очень изящную, искусно сделанную кувшин, или вазу. Кувшин. И кувшин, он был так искусно сделан, там были очень мелкие, красивые фрагменты. Он был украшен, кувшин был украшен красивым, красивыми узорами, сделанными из золота. Он был украшен красивыми минеральными камнями, такие как бирюза, кораллы. Он был осыпан жемчугами. То есть в те времена это было очень искусно, совершенный результат труда человека. И каждый раз, просыпаясь по утрам, ученик со своим учителем начинали свой день с любования с этого прекрасного кувшина. И они так вдохновлялись, восхищались им. И каждый, кто заходил к гости, тоже обязательно хвалил красоту этого кувшина. Но как-то раз учитель, его не было дома, и ученик подметал и прибирался в комнате. И по случайности он взял и задел этот кувшин. Кувшин сорвался со шкафа и разбился. И как раз таки в этот неудачный момент вошел учитель. И тогда ученик, он был в очень большом ужасе. Он стал просить прощения у своего учителя, чтобы он начал объясняться, что все это произошло случайно. И он не хотел такого делать. И к большому удивлению, учитель не стал его ругать, чем-то его обвинять. Он молча просто взял веник, подмел осколки этого кувшина и выбросил. И тогда ученик был в полном ошеломлении. Как так? Я разбил такую драгоценную вазу или кувшин, который так ценил учитель. И он потом с таким вопросом обратился к нему: почему вы не наругали меня? Или почему вы не разозлились от этого? И как раз таки учитель, он медленно поднял глаза на своего ученика, с легкой улыбкой сказал ему: да, я любил этот кувшин. Это для меня была очень ценная вещь, я очень дорожил ее. Но в тот момент, когда мне его вручили в руки, в этот же момент этот кувшин разбился перед моими глазами. Понятно. Да, и таким образом нужно понимать, что если какой-то предмет, например, кувшин, появляется, то придет момент, когда он разобьется. Когда появляется телефон, и мы получаем его, придет момент, когда он тоже разобьется. И с каждой встречей будет, конечно же, расставание. С каждым прогрессом всегда будет регресс.
И некоторые с каждым рождением всегда следует смерть, контина. И многие люди могут сказать, что вот, буддизм это очень мрачное, очень грустное учение, которое говорит о тленности бытия. Но на самом-то деле это такова природа мира. И чем несовершенен человек, тем несовершеннее окажется ему мир. И учение Будды, наоборот, говорит о том, что эти несовершенности нужно принимать такими, какими они есть. И одна из этих несовершенств, или такое особенное качество, как раз таки является непостоянная природа всех предметов. И это, наоборот, учит нас, что не надо теряться в этом изменчивом мире. Это, наоборот, учит нас о том, что не надо расстраиваться, когда нас покидают люди, когда мы расстаемся с кем-нибудь. Это учит о том, что нам не надо грызть свою совесть от того, что мы что-то разбили, что-то сломали. Такова природа вещей. И это нужно понимать. Это не трагедия, это то, что происходит от определенных причин и условий. Да. Когда мы понимаем эти причины и понимаем те следствия, которые появляются. Даже не обязательно знать причины и следствия. Важно знать именно то, что природа нашей одежды, нас самих, нашего тела и всех домов и всего, что нас окружает, она не постоянна. И это непостоянство, если мы понимаем это, мы будем уже готовы к любым ситуациям, к любым событиям, к любым таким резким поворотам нашей жизни. И мы всегда будем готовы принять важные или, как сказать, нужные усилия. И, например, есть такое очень интересное течение или философская мысль в западной философии, как экзистенциональная философия, или можно сказать философия бытия. И она очень сильно коррелируется с буддийской философией. Она учит о том, что человек, извините, то есть не сколько экзистенционально, а именно учение стоиков. Это было учение, которое говорили древнегреческие мудрецы, философы, и они говорили о том, что не стоит волноваться, когда мы что-то не можем изменить, потому что то есть здесь предметы, вещи, они изменчивы, но не каждое их изменение поддается нашему влиянию. То есть изменение времен года, какие-то катаклизмы, какие-то наводнения. Мы не можем это их изменить, и такие моменты мы всего лишь должны уметь принимать их. И это, наоборот, и учение буддизма, и учение стоиков учит нас принимать решения, которые попадаются нам в таких ситуациях. То есть это говорит о том, что мы должны быть активными, и мы должны быть именно изменять, совершенствовать или избавляться от тех вещей, на которые мы можем повлиять сами. Таким образом, я еще раз повторюсь, но это тоже очень важная вещь, о которой говорил древний индийский ученый из университета Наланда, которого зовут Нагарджуна. Он говорил о том, что если есть какая-то проблема, есть пути разрешения этой проблемы, то нам не стоит волноваться. А если нет путей разрешения этих проблем, то и волноваться не стоит. Незачем. Вот так вот. Ну а как быть в таких ситуациях, когда, например, человек становится чрезмерно невнимательным к тому, что вот изменяется, или таким хладнокровным, или как-то не замечать, то есть подать в определенную такую крайность? Может быть, даже... Вот я по поводу того, что нужно стремиться к улучшению, к совершенствованию. А с одной стороны, бывает такое чувство, что это... Ну, опять же, да меня кому не это касается. нужно? Все равно все тленно, все мы умрем.
Так что зачем мне надо развиваться? Зачем Да, мне да, нужно да, да. заправлять кровать, если я все равно лягу и расправлю ее? Да, да. Зачем нужно стирать одежду, если она все равно запачкается? Ну, зачем мне работать? Зачем мне Да, работать, типа, если я все равно умру? И это такая как бы несостыковка. впадает в Да, эти- есть такая ошибка, не то чтобы ошибка, но да, я с вами согласен. Бывает такое, что и люди могут впадать в ту же крайность. И при изучении буддизма, при изучении буддийской философии, и когда люди совершают какие-либо практики, бывает такое, что они забываются в этом мире. Они забывают о том, что нужно здесь жить. И в это время важно не только понимание непостоянства или знание каких-то фактов, законов, например, кармы или и других бесчисленных законов. В это время еще важно именно наше сострадание. А сострадание это всегда говорит нам о том, что мы должны помогать другим людям. И сострадание, любовь, именно они наполняют смысл нашу жизнь. Именно сострадание, любовь, забота о ближнем подталкивает нас развиваться. Любовь к самим себе подталкивает нас, то есть она говорит о том, что мы должны ухаживать за собой. Это говорит о том, что мы не должны запускать сильно себя и вводить себя в какие-нибудь токсические отношения, когда мы из силы сидим и работаем на нашем нелюбимом месте. И такие же любовь, сострадание, доброта, вера. И без таких качеств нашего внутреннего ума есть множество. И именно они помогают нам видеть радость, краски и красивые моменты этой жизни. То есть это такое двустороннее понимание. То есть зная о том, что все разрушится, зная о том, что изменяется, не стоит на месте, зная о том, что человек, который мы встречаем вновь, это уже не тот человек, во-первых. И во-вторых, ближайшая любовь и духовная связь, любящая доброта, которая направлена к другим людям, к нашим близким. И не только близким, ко всему народу. То есть о чем это говорит? Что я, как тувинец, как россиянин, я не отрывно связан со всем народом, со всем многомиллионным населением России. Все это понимание, наоборот, сплачивает нас всех. И непонимание того, что мы все близкие люди, говорит о том, что... Не то чтобы говорит, это все приводит к разрушениям, к группировкам, каким-нибудь разладам. И на самом-то деле это очень грустно понимать о том, что мы все люди спустя такое большое время до сих пор делимся на ты и я, на они и мы. Вот. Но мы будем потихоньку учиться, и мы даем себе обещание, что мы будем ухаживать за своими мыслями, за своим внешним видом, ухаживать за своими отношениями с близкими людьми и понимать, что все не постоянно в этом мире. Уделять внимание, да. также уделять внимание другим людям, обычным прохожим, помогать им, тоже ухаживать за своими. То есть, как бы сказать, нужно ценить, нужно понимать тоже, надо не забывать про взаимопонимание с другими людьми. Ну, буквально сейчас, когда мы слышим новый взгляд, новые веяния молодых людей, естественно, у нас убираются вот эти барьеры, которые мы концептуально себе строим, и из-за этого у нас появляются страхи, как мы знаем, и почистив все свои внутренние несовершенства, будем стремиться к хорошему, к лучшему. И спасибо вам, Алдар, за, опять же, ваше мнение. Мы очень благодарим. До свидания, наши Большое телезрители. спасибо вам и до свидания всем.